евразийского диалога. Спасибо, госпожа модератор. Я Ильхомджон Якубов, представляю Таджикский центр по правам человека. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на серьезные нарушения свободы собраний, ассоциаций в Таджикистане. В течение последних 20 лет любые попытки мирных протестов или митингов подавляются с жестокостью. Несмотря на ухудшающиеся экономические, социальные и политические условия, народ лишен возможности выражать свое недовольство. Более 2 миллионов таджикистанцев вынуждены работать за границей в тяжелых условиях. Тысячи стали политическими беженцами. И за это время в стране не состоялся даже ни одного флешмоба, пикет или митингов, что свидетельствует о страхе перед репрессиями. Самым трагическим примером подавления мирных собраний является ситуация в Горно-Бадахшанском автономном округе. Особенное событие 2022 года в Рушане и в Амаре. Местные жители, уставшие от многолетних ущемлений прав и репрессий со стороны властей, вышли на мирные протесты. Однако вместо диалога с народом власти ответили жестоким военным подавлением. В результате этих действий десятки мирных граждан были убиты, многие были арестованы, а число пострадавших остается неизвестными. Это действия не только были грубым нарушением международных стандартов и прав человека, а преступление против человечности. Таджикистан систематически использует силу для подавления протестов, а народ живет в страхе перед репрессиями и даже не имеет возможности мирно выразить свое мнение. Международное сообщество должно обратить серьезное внимание на ситуацию в Таджикистане и призвать власти к соблюдению своих международных обязательств по обеспечению свободы собраний и ассоциаций. Мы что рекомендуем вам? Только у нас одна рекомендация. Мы рекомендуем использовать московский механизм ОБСЕ для Таджикистана. И все. Только одна рекомендация. Пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию по правам человека в Таджикистане. Спасибо за внимание.